بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Хвала Аллаху, Господу миров, хвала Аллаху, который сделал нас из общины нашего любимого пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Мир, милость и благословение нашему Господину, нашему любимцу, нашему пророку и посланнику Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, всем представителям его благословенной семьи и всем его сподвижникам. Уважаемые братья и сестры, сегодня по воле Всевышнего Аллаха мы поговорим о большой надежде мусульман, о заступничестве пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в день Великого Суда. Заступничество нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, без всякого сомнения является большим океаном надежды верующих и венцом славы праведных людей. Большим океаном надежды заступничества нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, для людей является потому, что день Великого Суда, как поведал нам Всевышний Аллах в Коране и как рассказал нам его посланник, да благословит его Аллах и приветствует в своих хадисах, является поистине тяжелым днем, великим днем. Каждый человек получит в этот день по заслугам. Праведным рабам Всевышнего Аллаха Всевышний Аллах воздаст своей милостью, а тем людям, которые ослушивались Всевышнего Аллаха и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, Всевышний Аллах воздаст по справедливости. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я спросил: о посланник Аллаха, кто самый счастливый из людей благодаря заступничеству твоему в день суда?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «О Абу Хурайра, я уже подумал, что никто не спросит у меня об этом хадисе. Я вижу твое усердие в хадисе, поэтому ты первый спросил об этом. Самый счастливый из людей благодаря заступничеству моего в день суда тот, кто с искренним сердцем скажет: нет Бога, кроме Аллаха». Фраза «с искренним сердцем» означает, что в земной жизни символ единобожия будет сохраняться и укрепляться в сердце человека, и его вера будет искренней и чистой. В этот день солнце будет приближено к людям на расстоянии мили, и каждый человек будет тонуть в собственном поту по мере своих грехов. В этот день, в день отчаяния, в этот сложный день, люди будут искать выход из этой ситуации. Сподвижник нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Хурайра, да будет доволен им Всевышний Аллах, рассказал этот хадис, передает нам имам Бухари, да будет доволен им Аллах, и имам Муслим, да будет доволен им Всевышний Аллах. Абу Хурайрат, да будет доволен им Всевышний Аллах, рассказывает, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вместе со своими сподвижниками, да будет доволен ими Аллах, пошел в гости к одному из своих подвижников.
Как только они начали есть еду, мясо жертвенного животного, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в этот момент начал рассказывать о судном дне. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поведал, что судный день будет поистине тяжелым, величайшим днем. В этот день люди будут искать, как мы подчеркнули ранее, убежище, выход из тяжелейшей ситуации. И все люди пойдут к пророку Адаму, мир ему, потому что пророк Адам, мир ему, первый человек, который был создан Всевышним Аллахом и который был ниспослан на землю в качестве пророка. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «У каждого пророка мольба, на которую будет отвечена, и мольба каждого пророка была исполнена. Но воистину я приберег мольбу свою как заступничество за мою умму в день суда, и она достигнет каждого, кто умер из общины моей, не предавая Аллаху сотоварища ничем». Когда люди в день Великого Суда, собравшись, пойдут к пророку Адаму, мир ему, люди скажут ему: «О наш Отец», то есть Отец всех людей на земле, Ты был первым посланником, который был ниспослан на эту землю. Ты был первым человеком, который был сотворен по воле Всевышнего Аллаха. Ты был именно тем человеком, из-за которого Всевышний Аллах повелел своим ангелам, которые созданы из света, чтобы они поклонились Тебе в знак уважения. Перед Всевышним Аллахом у Тебя высшая степень. Ты приближенный раб Всевышнего Аллаха. Неужели, о Адам, мир ему, ты не видишь, в каком состоянии мы находимся? Сделай заступничество для нас перед Всевышним Аллахом. Такое обращение люди сделают к пророку Адаму, мир ему. На что пророк Адам, мир ему, из-за своего смирения перед Всевышним Аллахом ответит: «О люди, сегодня Всевышний Аллах гневается, находится в гневном состоянии, что такой гнев в былые времена никогда не был у Всевышнего Аллаха. Сейчас Всевышний Аллах в таком гневе на своих рабов в день Великого Суда, что во все времена, которые будут в будущем времени, никогда не будет такого гнева». Из-за своего смирения пророк Адам, мир ему, будет говорить: «Нафси, нафси, нафси, о моя душа, о моя душа, о моя душа». И пророк Адам, мир ему, отправит этих людей к пророку Нуху, алейхиссалам, мир ему. Люди пойдут к пророку Нуху, мир ему, сделают такое же обращение, которое было сделано пророку Адаму, алейхиссалам. Люди обратятся к Нуху и скажут: «О пророк Нух, мир ему, ты был тем посланником, пророком Всевышнего Аллаха, который Всевышний Аллах спас от великого наводнения, который окутал весь мир. И пророк Нух, мир ему, это именно тот пророк, благодаря которому Всевышний Аллах спас человечество. Но из-за своего смирения перед Всевышним Аллахом пророк Нух, мир ему, тоже скажет:
нафси, о моя душа, и направит всех людей к пророку Ибрахиму, алейхиссалам, мир ему. Пророк Ибрахим, мир ему, как только все люди, которые были направлены к нему, обратятся к нему, прося у него заступничество перед Всевышним Аллахом, пророк Ибрахим, алейхиссалам, как и два предыдущих пророка, мир им, скажет: «Нафси, о моя душа», из-за своего смирения перед Всевышним Аллахом. Пророк Ибрахим, алейхиссалам, направит этих людей к пророку Мусе, мир ему, который, в свою очередь, направит всех людей к пророку Исе, мир ему. Пророк Иса, мир ему, также из-за своего смирения перед Всевышним Аллахом будет говорить: «Нафси, нафси, нафси, о моя душа». И в конце пророк Иса, мир ему, направит всех людей к нашему любимцу, нашему господину, пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Все люди помчатся в этот день к нашему пророку с великой надеждой и смирением. Как только люди будут у нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, все люди обратятся к нашему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и скажут: «Анта саййидуль мурсалин», о посланник Аллаха, ты являешься господином всех пророков и всех посланников. «Анта хатамун набиин», о пророк, ты являешься последним пророком, который завершил цепь послания всех пророков и посланников. «Анта Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, ва набиюллах», ты являешься великим пророком и великим посланником Всевышнего Аллаха. Так скажут люди, обратившись к нашему пророку, да благословит его Аллах и приветствует. На что наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответит: «Ана лаха, я сделаю заступничество перед Всевышним Аллахом ради вас, я являюсь тем, кто сделает это заступничество». И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, падает вниз, сделает суджуд Всевышнему Аллаху, и в этот момент наш господин, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, воздаст такую хвалу Всевышнему Аллаху, которую в прошедшее время не воздал ни один человек или любое другое творение Всевышнего Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, воздаст такую хвалу Всевышнему Аллаху, которую не воздал никто за всю историю и за все времена. После этого Всевышний Аллах обратится к нашему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и скажет: «Я Мухаммад, о Мухаммад, ирфа расак, подними свою голову, саль ту'тах, проси, о пророк, тебе будет дано все, о чем ты попросишь. Ишфа тушафа, сделай заступничество, о пророк, у тебя будет принято каждое твое заступничество». Так Всевышний Аллах ответит на мольбу, просьбу своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует. И после этого пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделает заступничество для мусульман. На этом величество
почетное место нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не ограничивается. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделает по воле и милости Всевышнего Аллаха заступничество перед Всевышним Аллахом. Благодаря этому заступничеству многие люди, которые должны были попасть в ад, попадут в рай. Также многие люди, которые уже попали в ад, также из-за заступничества нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, попадут обратно в рай. Многие люди, которые попадут в рай, у них место в раю, уровень увеличится именно из-за заступничества нашего Господина, нашего любимца, пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Вся власть и сила принадлежат одному Аллаху. Никто не сможет заступиться за человека в день суда без его позволения. И удостоятся великой награды заступничества только те, кем доволен Всевышний, кто верил в его единство и исполнял его предписания. Мы все должны задать себе вопрос, что я должен сделать, чтобы в день великого суда быть одним из тех, за кого заступится наш пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ответ дан Всевышним Аллахом в Коране, ответ дан посланником Всевышнего Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в хадисах. В первую очередь мы должны быть праведными рабами Всевышнего Аллаха. Мы должны укреплять свой ислам, укреплять свой иман, укреплять свой ихсан. Мы должны следовать всем повелениям, заветам Всевышнего Аллаха. Также мы должны быть теми людьми, которые следуют сунне нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Также мы должны быть людьми, которые часто и многократно поминают Всевышнего Аллаха. Мы должны быть теми мусульманами, которые отличают правду от зла и следуют правде. Мы должны быть теми мусульманами, которые многократно, часто читают салават нашему пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Потому что тот человек, который часто, многократно читает салават нашему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, сам пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в своих многочисленных хадисах сказал, что он получит от него заступничество, шафаат, в день великого суда. Также после каждого азана мы должны просить для нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, великое место аль-васила. Это место для одного человека, и именно это место будет дано нашему пророку, да благословит его Аллах и приветствует. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в своем хадисе, что тот человек, который будет просить для него это место в день великого суда, для него будет дозволено заступничество. Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ему в день великого суда будет дана река Каусар, вода Каусар. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, из своей руки даст попить эту воду мусульманам. И после того, как мусульманин попьет эту воду Каусар из рук нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, никогда этот человек не будет чувствовать жажду. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, он ниспослан как милость для всех нас. Всевышний Аллах в суре Аль-Анбия
в 107 аяте говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, вама арсалнака илля рахматан лил аламин, садак Аллаху азим». Мы не спаслали тебя, имеется в виду наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, только как милость для миров. И великая милость Всевышний Аллах проявит через своего пророка, да благословит его Аллах и приветствует в судный день. Великую милость проявит Всевышний Аллах. Всевышний Аллах сказал про нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в Коране, в суре Ат-Тауба, в 128 аяте: «Бисмиллахи рахмани рахим, лакад джаакум расулу мин анфусикум азизун алейхи ма аниттум харисун алейкум бил му'минина рауфур рахим, садак Аллаху азим». Поистине пришел к вам посланник из вашей среды. Это тот посланник, который беспокоится за вас. Это тот посланник, который старается ради вас. Это тот посланник, который милосерден, проявляет милость по отношению к верующим людям. Милость, которую Всевышний Аллах проявляет верующим на земле, без всякого сомнения, во много раз больше будет проявлена в день Великого Суда. Мы все должны просить Всевышнего Аллаха заступничества нашего пророка и должны стремиться делать все, чтобы именно нам было это заступничество от нашего пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Валхамду лиллахи раббил аламин.